Нашу очередную встречу в мире прекрасного мы проводим в залах Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия. И находимся у интерьера, который открывает нашим дорогим телезрителям эстетику быта ингушей конца XVIII – начала XIX веков. Давайте рассмотрим с вами те предметы быта, которым действительно выражены категории эстетики. Что такое красота? Пройдемте с вами. Категория прекрасного в быту ингушей нашла наиболее яркое выражение в предметах быта. И вот перед вами войлочный ковер ручной работы. Он украшен орнаментальным декором. Идет геометрической формы окраина этого войлочного ковра. А вот ковер, который лежит из войлока, изготовленный двух цветов, оранжевого и желтого, он застилает деревянную кровать, на котором чаще всего люди могли сидеть вместо стульев, вместо кресел, как это делается сегодня. А на другой части стены, на войлочном ковре ручной работы, как на ингушском языке это говорят «хэтаферт», истинг, висела мужская черкеска. Чем интересна именно данная черкеска? Во-первых, это домотканное сукно. И как изготовляли домотканное сукно женщины, горянки, как нас назвали в прошлом, в каждой семье, в свободной от полевых работ. Вот перед вами сидит член семьи горской, и перед ней шерсть, которую она обрабатывает, а потом будет делать так называемую шерстяную нить, а потом уже видите на ткацкий станок каждая эта нить будет, естественно, соединяться через другую с помощью челнока, и получится вот такое домотканное сукно, которое женщины, опять-таки, не отдавали модельерам, как сегодня это делается, а шили как мужскую одежду, так и женскую. Давайте посмотрим с вами еще на одного представителя члена семьи, которая вошла в экспозицию. Это, по всей видимости, хозяйка дома. Но она на столик с тремя ножками ставит национальную кухню. Ася Алаудиновна Евлоева, экспозиционер данной выставки, она в центральную часть башенного комплекса именно дала возможность нашим зрителям увидеть национальную кухню. На трех ножках находящийся столик, и на нем деревянное блюдо. В деревянном блюде, который имеет два раздела, расположены именно национальная кухня. Это, как говорят сейчас многие и представители русской национальности, и наши гости, туристы, дулх халтмаш. То есть это мясо, это может быть говядина или баранина, и галушки из пшеничной или кукурузной муки. В центральную часть чаши наливался картофельный подлив, а иногда готовили чесночный подлив. И хозяйка дома готовит это блюдо, но сейчас она в данном случае, как многие наши телезрители увидят, она именно сейчас на кусочки будет ломать чурек, или как это говорят, сыскал, то есть на несколько кусочков. И здесь же за столиком она, как хозяйка дома, ухаживает за головой семейства, который тоже находится в черкеске из домотканого сукна, но они украшены черкеска газырями, а вот газыри, если в первой черкеске они были костяные, то здесь серебряные колпачки, украшенные орнаментальным декором. Это дает нам возможность говорить о том, что слово «красота», красивое тип одежды, красивая посуда, красивая национальная кухня и соблюдение этих традиционных ценностей к радости в некоторых направлениях культуры у ингушей на современном этапе сохраняется. И нам нужно это только приветствовать. Традиционные ценности ингушской культуры, именно отраженные в музейной экспозиции, учат нашу молодежь
о сохранении и необходимости сохранения ценностей, которые они отражают. Вот перед нами манекен, молодой юноша, но это, по всей видимости, сын главы семейства. На нем черкеска, опять газыри, которые украшены серебряными колпачками, кожаный пояс с накладками и холодное оружие, кинжал в серебряных ножнах. Вот сама эстетика одежды, то есть ее красота. Во-первых, черкеска отрезная по талии. И опять-таки она имеет расклешенный вид уже от талии до колен. Широкий рукав, который имеет каждая левая и правая рука. А внутри рубашка, у нее стойка, воротник и нитяные пуговицы ручной работы. По всей видимости, отец пригласил его на какой-то диалог между собой, но за стол он не садится. И этим самым культура, эздел, которую проявляет сын по отношению к своему отцу в ингушской культуре, отражено в его формах поведения. И когда наши современные молодые люди понимают и оценивают именно эти моральные ценности, значит, мы практически пытаемся сохранить, популяризировать традиционные ценности ингушской культуры. Музейная экспозиция дает возможность нашим дорогим телезрителям, молодежи, гостям и туристам увидеть форму некогда склеповой одежды. И наши современные модельеры возрождают на основании археолога этнографического материала, какую форму имела склеповая одежда, как мужская, которая сегодня здесь перед вами на манекене, и женская. Но больше всего интересует не столько, скажем, женский тип одежды, именно в склеповой одежде, сколько головной убор. И этот головной убор, как пишет археолог Леонид Петрович Семенов, имеет очень своеобразную форму. Видите, у него верхняя часть загибается вовнутрь, то есть как будто бы рог напоминает. В центральной части основной головной части убора эллипсовидной формы украшения, а заканчивается вот таким украшением орнаментального декора, идущие по нижней части всего головного убора, который на ингушском языке называется кур-харс. Леонид Петрович Семенов принимал участие в археологических экспедициях, начиная с 1926 года, и в Горной Ингушетии, когда они занимались раскопками, а потом принимал участие Евгений Игнатьевич Крупнов, профессор Виталий Борисович Виноградов и его ученики. Уникальная коллекция склеповой одежды под именно по полевым записям. Все это увозилось из Горной Ингушетии и передавалось в фонды тогда единственного, как сегодня называют, Чеченской Республики, Республики Ингушетия, а тогда она называлась Чечено-Ингушская АССР. И в городе Грозном, улица Пролетарская, 54, все эти склеповые вещи сдавались в фонды. В этом отношении именно когда сегодняшние модельеры пытаются на основании тех рисунков, которые сохранились, или по описанию полевым записям, которые тоже сохранились на территории сегодняшней Ингушетии, то создавая, воссоздавая, какие ценности носил женский тип одежды, то мы можем сказать, что даже красного, насыщенно красного цвета, так называемая тканевая основа, отрезное по талии, внутренний идущий тип одежды некое светло-светло-коричневого, и опять-таки у нее открытая горловина, то есть не стойка воротник, а она опущена несколько, и идущие украшения. Но отрезное по талии тоже очень интересно. Теперь появился рукав. Рукав вточной, не реглан, как чаще всего называют, а вточной. Но самое интересное из всей склеповой одежды, как утверждают ученые,
и в том числе Леонид Петрович Семенов, что этот головной убор Корхарс – доказательство о том, что наши прапредки имели очень тесные культурные взаимоотношения с одной из древнейших цивилизаций мира, Передней Азии, Финикией. И в этом плане рядом стоящий манекен, и на нем мужской тип одежды. Если вы обратите внимание, то воссоздавая эти типы одежды, головной убор, как вы видите у мужчины, ну, например, в картине Яна Потоцкого вот такой головной убор, он даже имеет несколько более высокую конструкцию. И он обязательно на основании основной части черепа, естественно, садится. Но если, конечно, наши дорогие телезрители очень критически подойдут к самой одежде склепового периода, это 18 век, но сам манекен, к великому сожалению, не отражает антропологические черты ингуша. Это уже по некоторым не только не наши недостатки, а тех людей, которые, изготовляя манекен, не пытаются, в принципе, передать хотя бы немного антропологические черты конкретного этноса. Но сама черкеска, как вы видите, она отрезная по талии и очень короткая по длине. А в некоторых рисунках Яна Потоцкого многие историки, этнографы, наверное, знают, что сама черкеска, как пишет Елена Николаевна Студенецкая, отмечает в своих работах Евгений Игнатьевич Крупнов, сложился кавказский тип одежды. Черкеску носили практически все народы Кавказа, казаки в том числе, но разница или отличительные черты лишь только заключаются в некоторых элементах. Какая форма кроя верхнеплечевого сустава и на какой длины она опускается до кисти рук. Какая длина именно от талии до колена или до середины икры. И опять-таки мы с вами видим тканевую основу пепельного, или, как некоторые люди говорят, мышиного цвета. Но черкеска белого цвета, и, как мы с вами смотрели, черкеска темного, то есть черного цвета, это некоторые лишь только оттенки цветовой палитры. Но каждый цвет у ингушей имел свой смысловой знак. Есть выражение «символика цвета». И когда мы подойдем к некоторым типам одежды, я вам объясню, что стоит за просто словом «символика цвета». И в этом отношении пепельный цвет, и, как вы видите, женское отрезное платье, которое мы с вами видим, напоминает некоторые элементы склеповой одежды, она насыщенно вишневого цвета, и она тоже имеет определенный свой смысл. А вот сейчас мы с вами подойдем к другому типу национальной одежды и посмотрим, в чем ее отличительные черты. Вот перед нами еще один манекен, но традиционная одежда, как мы говорим с вами, несет основные ценности. И эти основные ценности заключаются в нагруднике, женском свадебном поясе, который одевает невеста, и головной убор. Вот мы буквально несколько минут тому назад говорили о Корхарсе, но к сегодняшнему дню Корхарс по своей высоте, он уже снизился, рога уже здесь нет. Вы видите вуаль, который скрывает именно некоторые орнаменты, которые идут по всей шапочке. Но если мы посмотрим на нагрудник и попытаемся выяснить для себя, в чем ее ценность, с одной стороны, красота, и зачем надо было невесте одевать этот нагрудник и пояс. В этом отношении опять нам необходимо с вами обратиться к археологическому и этнографическому материалу, а история откроет нам некоторые стороны истории нашей культуры, нашего свадебного платья и смысл ее белого цвета. Это внутреннее платье, а сверху одевалось распашное платье, как пишет
Студенецкая, потому что она защитила докторскую диссертацию по кавказскому типу мужской и женской одежды. Так она называется – кавказская одежда. И в этом отношении мы видим с вами орнамент, но у него другая цветовая символика, ярко-ярко-желтого или, можно сказать, лимонного. Но самое интересное, если мы обратим внимание, вот видите, в центре женского свадебного пояса двуовальная бляха. С ней идет одна сторона и прикрепляется другая. Потом идут либо прямоугольной формы, накладки так называемые, или они могут быть, как мы посмотрим с вами в витринах, круглой формы. В зависимости от полноты невесты или ее, ну так скажем, худобы, можно было эту одну накладку убрать, и пояс затягивал талию. А вот что касается нагрудника, видите, по центральной части 1, 2, 3, 4, 5 идет украшение. Это левая и правая бляха соединяются между собой благодаря именно вот этой застежке, которая находится внутри. А чтобы ее не было видно, мастер, ювелирный мастер, делает нам вот такой цветок. И этот цветок украшается стеклом красного цвета. А есть нагрудники, мы посмотрим с вами витрины, когда не только красный цвет, но еще и бирюзовый цвет, и зеленым цветом древние ювелиры делали женские украшения. А смысловая нагрузка нагрудника и пояса с двуовальной бляхой огромная, можно сказать, философского характера. Но у нас для этого будет посвящена отдельная передача с присутствием философов, где мы постараемся раскрыть особенности или, как мы сегодня только несколько раз говорили, традиционные ценности, отраженные в женских украшениях. А сейчас мы посмотрим с вами на водоносный кувшин. Смотрите, какая у него форма с одной стороны. У него ручка, горловина, тулово, где находилась основная часть воды, и так называемый поддон. То есть, когда девушка набирала воду из родника, открывала колпачок, и вода заливалась вовнутрь. Но чтобы потом туда не попала какая-нибудь пыльца или какой-нибудь материал, она закрывалась и за ручку поднимали, ставили на плечо. И в этом отношении, если вы очень внимательно посмотрите на саму форму, я, например, просто иногда нахожусь в восхищении, как этот мастер из обыкновенной бронзы. Это не железный, а бронза. И в ней соединение двух материалов – меди и бронзы. И у всех народов Кавказа женщины носили воду в водоносном кувшине, но у всех народов форма самого тулова и украшение ее центральной части, как и горловины и ручки, у всех народов была разная. Это говорит нам о том, что многие народы, жившие на Кавказе в прошлом, да и сейчас, конечно, пытаются, те, которые не знают, узнать, а те, которые знают, сохранить и нести в своих традициях, обычаях и религиозных верованиях ценности, заложенные каждым мастером в предметах, как сегодня мы говорим, декоративно-прикладного искусства и в кавказском типе одежды. А как она меняется в силу современного поколения, когда мы живем на пороге 21 века, многим что-то не нравится. Многие говорят, что многое устарело, и мы должны жить по-современному. Но есть некие элементы, некоторые идеи, которые сохраняет каждый народ. И мы с вами должны об этом тоже знать и сохранять наши традиционные ценности. Мы отметили некую особенность одного вида водоносного кувшина, а вот теперь, если вы обратите внимание вот на форму этого кувшина, то вы скажете, что у него тулово
совсем другой формы, точно так же, как и крышка, которым закрывается верхняя часть горловины. А если мы с вами обратим особое внимание вот на этот кувшин, то вы, наверное, сразу будете удивлены вот такой формой подушечки. Это сделано из войлока. Ее клали взрослые женщины на плечо, а потом уже украшали, вернее, накладывали на него кувшин. Но сам водоносный кувшин, как вы видите, высота по отношению к первому намного меньше, а вот тулово намного шире. И тогда получается, что и крышка у него открывается, и ручка у него тоже есть, но сама форма по отношению к первому, ко второму и, наконец, к третьему кувшину, о котором я хотела бы обратить ваше особое внимание, что тулово этой части кувшина, верхней части водоносного кувшина, украшена орнаментальным декором. И этот орнамент растительного характера. Здесь нету закрывающейся крышки, и есть очень интересные формы, так называемый петлевидный слив. Вот все эти три типа водоносного кувшина уже, наверное, скажет нам или докажут нашим дорогим телезрителям о том, что все мастера, которые были на территории Кавказа и Северного Кавказа, о которых очень много писали такие путешественники, как Паллас, Марграф и Меллер, действительно отражают традиционные ценности одного народа, у которых, наверное, все-таки женщины были высокого роста и физически хорошо сложены. А были женщины невысокого роста, но очень сильные по своей физической массе. А были женщины, которые соединяли в себе элементы и первого, и второго. И водоносный кувшин такие женщины носили, высоко поднимаясь в предгорную и горную часть. Но форма каждого водоносного кувшина вызывает особый интерес у искусствоведов. И это вполне реально. Значит, каждый народ, создавая то или иное вид, так скажем, предмета быта, исходил прежде всего из понимания этого народа, этим народом, что такое красота. И каждый воспринимал окружающую среду и мир прекрасного по-своему и выражал его в предметах быта. А сейчас мы с вами находимся в залах Государственного музея краеведения Тугана Хаджимоховича Мальсагова и продолжим нашу встречу, знакомство с особенностями национальной одежды. Мы увидим праздничную мужскую одежду, черкеску белого цвета. И это уже намекает зрителю о том, что молодой человек именно в черкеске белого цвета, украшенный газырями, кожаным поясом с накладками и холодным оружием, действительно оделся на торжество. Живописные полотна в технике холст, масло, рисунок карандашом, выполненные замечательнейшим художником, который очень увлечен ингушской культурой, Хош Ахмедом Имагожевым, показывает нам в своих живописных полотнах и рисунком карандашом женский головной убор кур-харс. И он, конечно, привлекает внимание многих зрителей, а зрители, безусловно, и носители некогда, наверное, ценили ее форму и ее цветовую палитру. А заканчиваем мы нашу встречу с вами рисунками первого профессионального художника Хаджибекара Бачиевича Ахриева. Это селение Фуртоук, Горная Ингушетия. Копии находятся в музее краеведения Тугана Хаджимоховича Мальсагова, а оригиналы находятся в Государственном музее Ставрополь имени Правая и Прозрителева. И рисунки карандашом, и выполненные в технике холст масла, и огромное тяготение многих художников к возрождению исконных, традиционных ценностей ингушской одежды, как мужской, так женской, так и детской, лишний раз любопытному зрителю ингушу откроет много неизвестного, что за каждой цветовой палитрой, за каждой формой стоял огромный философский смысл жизни,
красоты, ценности его духовного мира, которую он отражал не столько словами, сколько в быту своими действиями и поступками, и, конечно же, в одежде, о которой мы сегодня и построили нашу передачу. Спасибо всем за внимание. До скорой встречи.